Государственному ансамблю танца Чеченской Республики в войнах исполняется 85 лет. 85 лет на сцене. С чем мы и поздравляем весь коллектив нашего легендарного ансамбля в войнах. Желаем всех благ, удачи и успехов. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор Государственного ансамбля танца Чеченской Республики в войнах Мадина Шагидаева. Заслуженный деятель ИСКУ Чеченской Республики, заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Маршал, в начале нашего разговора прими наши поздравления. Спасибо, очень от приятно, меня благодарю. И от всей нашей телерадиокомпании, от всего коллектива, коллективу в войнах. Удачи Спасибо. вам, всех благ. Мы Мы следим за вашими выступлениями, за вашими успехами. Молодцы. Действительно, вы визитная карточка нашей республики. Очень хорошая, красивая, заслуженная, достойная визитная карточка. Спасибо вам за это. И переходя к нашему разговору. Давно мне было интересно, почему в войнах, почему название в войнах? Откуда? Почему именно название в войнах? Не узнавали? Спрашиваю как директора. Нет, не узнавали, знаешь, для меня это всегда было как в войнах и войнах. Углубляться, конечно, никогда не было такого вот интереса, но придя в коллектив в войнах, конечно, все стало интересным, все изучаешь, все читаешь и узнаешь историю войнаха. Ну, вообще создание войнаха началось в 1939 году. Сейчас мы приходим к 85-летию уже, вот 7 августа, да, планируем отпраздновать этот день. Праздновать будем? Конечно, будем. Как? 85 лет в войнах, как не праздновать? Это люди, которые действительно всегда на передовой. Танцоры – это тот народ, который физически, не только моральную отдает свою сторону, но и физически, и посвящает себя этому искусству. И это люди, о которых нельзя не говорить. Вот. О них надо говорить, все время надо говорить. Не зря ансамбль в войнах считается легендарным, потому что те площадки мировые, на которых они выступали, это все заслуживает. Когда-то и по сей день говорят о великом Махмуде Эсамбаеве. И я сегодня горжусь тем, что имя в войнах звучит наряду с такими великими именами, как и Махмуд Эсамбаев, и другие наши деятели, не только чеченские представители культуры, но наравне и с другими, скажем, да, известными мировыми личностями. И куда бы ты ни поехал, о войнах и говорят все. Ансамбль в войнах Чеченской Республики, это звучит, да, когда вас представляют? Это очень звучит. И вот я тоже, я не так давно в истории войнаха, но я очень рада этому. Даже этот месяц, который я провела в коллективе, для меня это, скажем, некие такие бурные эмоции, когда мы вот выезжаем, уже 2 выезда у нас было, и ты получаешь, я даже не знаю, как описать эти эмоции. Сколько вы уже в войнах и директор? Всего лишь месяц. Всего лишь месяц? Да. Я хотел, чтобы вы сами это озвучили. Как вас принял коллектив? На пороге 85-летия тем более. Ну, я скажу честно, что для меня это большая ответственность. Я очень переживаю. Это будет ложь, если я скажу, что я не переживаю, потому что у нас через месяц уже состоится юбилей. Мы все сейчас усиленно к нему готовимся. И, конечно, для меня был такой вот страх. Ну, как я за месяц постараюсь успеть это сделать. Но единственное, в чем мне было хорошо, предыдущие руководители, они уже запустили эту машину при подготовке к юбилею. И, конечно, мне сейчас немножко легче. Не нужно создавать велосипед. Я иду сейчас по наработанному сценарию. Просто сейчас это все нужно укомплектовать, красиво представить, обыграть, собрать этот сценарий, ну и доработать некоторые нюансы и детали, чтобы получилось красочно, яркое представление. Много нюансов, много Очень недоработок. много. Нет, недоработок нет. Мы сейчас просто Нет идем... недоработок? Недоработок нет, потому что все, кто были у руководства войнаха, это люди, которые действительно искренне и всем сердцем любили этот коллектив. Но невозможно не любить этот коллектив, невозможно не уважать этот коллектив и не ценить его. Действительно, там сегодня очень много и молодых ребят, которые пришли. Все-таки коллектив пополняется, обновляется новыми лицами. Кто-то в силу ушел уже на пенсию. Вот. И тем не менее все идут в ногу, никто не опаздывает, не уступает тем, кто
сегодня есть постарше в коллективе, они берут пример у тех, кто сегодня есть из тех, кто давно пришел. То есть друг у друга учатся, друг друга дополняют. Вот. А что Преемственность касается- поколений есть? Есть. По-другому и быть не может. Вы месяц назад стали во главе народного, воистину народного ансамбля, которому исполняется 85 лет. Легендарный ансамбль. Мы опять к этому возвращаемся. Каково это чувствовать? Что вы руководитель такого ансамбля, и вы сейчас директор. Это было очень сильное волнение. Ваши первые слова коллективу. Я, наверное, не вспомню свои первые слова. Это действительно были эмоции. Мне повезло в том, что я очень многих из них знаю. Я проработала 5 лет в государственном ансамбле песни и танца «Нохчо». Вот опередили вы меня, опередили. Я Да, еще хотел вернуться просто, к этому. Я просто почему По ходу иду, нашего такой разговора. экскурс, да, чтобы дать понять, каково мне было это. В общем, те ребята, которые работали со мной на протяжении 5 лет в коллективе «Нохчо», большинство из них, они сегодня являются артистами ансамбля «Войнах». И многие люди, так как мы 5 лет все были в одном здании, «Войнах» и «Нохчо», они работают и дружно существуют в одном здании, разработан график у каждого коллектива. Ну и все мы, как говорится, одна большая семья, дружно находились на протяжении 5 лет в одном здании, работали, соприкасались, увиделись каждый день. Поэтому, придя в государственный ансамбль в «Войнах», для меня это было уже не ново. Просто было уже ответственнее, потому что это уже «Войнах». Это легендарный коллектив, это кавалер ордена Кадырова, это большая ответственность, это уже взрослый состав. Лауреат престижных международных конкурсов и фестивалей. Это ребята, которые объездили очень много международных площадок, выступали на больших сценах. И сегодня в «Войнах», да, я когда утром собиралась на работу, мне было страшно. Несмотря на то, что я проработала в очень многих местах, для меня ничего уже не ново, как бы работа известна, концепция работы, ну, все это известно. Но, тем не менее, я очень-очень сильно переживала. Но представляла меня министр культуры Марит Денисовна Байсарова. Которая до вас была директором. Да, которая была до меня директором. И она меня успокоила, и я пришла в коллектив, и ребята, которые все меня знали, они уже ждали. Они были рады, ну и, соответственно, меня отпустило. Я поняла, что я должна приложить все усилия, чтобы оправдать то доверие, которое мне оказали, то доверие, которое оказало руководство республики, за что я хотела бы выразить огромную благодарность, потому что, еще раз повторюсь, это очень ответственно быть сегодня руководителем государственного ансамбля в «Войнах». Что сегодня из себя представляет ансамбль в «Войнах»? Это блестящие танцоры, это блестящие постановки, интересные. Из последних я даже вот хотела бы озвучить последнюю работу. Это «Биноевская весна». Буквально вот неделю назад отработали на этой площадке. И хотелось бы также выразить благодарность художественному руководителю, это народный артист Чеченской Республики Автарханов Абу Муслим, человек, который нужен был «Войнаху». Который нужен был в «Войнах». Да, нужен был. Это молодой представитель культуры, у него тоже были свои учителя, такие как Рамзан Ахмадов, ну, он проработал с очень многими людьми, те, кто были до него. Он сам выходец с «Войнаха», это танцор того среднего состава, то есть человек изнутри знающий всю работу и окончивший также Московский институт культуры, приехавший уже с багажом знаний, с полным, и сегодня внедряющий все эти знания в коллектив. Коллектив всегда был блестящим, но сегодня тоже это новое веяние, это новые постановки. Ни дня без танца. Ни дня. И даже без Ни выходных. дня без репетиций. Ни дня, и даже выходных нет. Но сейчас усиленно готовимся к юбилейной программе, поэтому, конечно, нет возможности отлучиться ни на выходные, никак, потому что в «Войнах» должен... В «Войнах» есть «Войнах». «Войнах» Я должен почему представить. задал тот вопрос? Смотрите, 85 лет – это возраст, согласитесь. Да. Это возраст. Когда, я дополню, когда коллектив состоялся, а в нашем случае
не просто состоялся, а получил широкое признание и очень большое уважение далеко за пределами нашей республики и даже нашей страны. Вот поэтому я и спросил, что значит сегодня в войнах. Он остался верен своим традициям и своим обычаям. Да, я могу ответить уверенно на этот вопрос, что он остался и останется. Потому что есть небезразличные люди, которые болеют за войнах, которые любят в войнах. Сегодня очень много ветеранов, которые работают в разных учреждениях, организациях. И в процессе подготовки к мероприятию приходится очень много информационных справок собирать, очень много информации, потому что мы сейчас готовим книгу. Книга запущена была еще при Маре Книга о Войнахе. Книга, да, о Войнахе, итоги 85-летия коллектива. Весь путь в Войнах. Да. Получается так? Да, это будет весь путь в войнах, и мы вот сейчас тоже готовим, поэтому очень много сбора информации, много процессов вот этих. И хочешь не хочешь, ты соприкасаешься с теми людьми, которые еще ранее вышли с войнах. Это люди, которые работали, стояли у истоков. Вот. И что хочу сказать. Когда ты приходишь к ним, прошло много лет, они уже работают в других сферах многие, в культуре, но уже с танцем не связаны. Они с таким теплом, они с такой любовью говорят, мы сделаем все, что необходимо Войнаху. Вот даже буквально вчера остается немножко времени, я обращаюсь к одной из мастеров по пошиву национального костюма. Я говорю, Луиз, а это тоже выходит У вас с Войнаха. своя мастерская? Нет, у нас есть своя мастерская, но мы параллельно обращаемся еще, дополняем костюмы. Вот. И одна из них, которая занимается пошивом этих национальных костюмов, Луиза Котеева, это ветеран ансамбля «Войнах», превосходная танцовщица. Сегодня ее супруг также работает в коллективе «Войнах», наш балетмейстер, постановщик Гапур. Я говорю, Луиз, нам надо успеть еще пошить. То есть мы укомплектовали все, но захотелось еще добавлять, потому что пока есть время, ты же хочешь дополнять что-то, чтобы это было лучше, красочно. Она говорит, я не успею. А потом говорит, нет, для Войнаха я успею. Это мой любимый Войнах. И я вот к чему это все сейчас рассказываю. То есть к кому бы ты ни обращался из них, из тех ветеранов Войнах, из сегодняшних, они все готовы сплоченно, дружно сделать все, что необходимо Войнаху. И поэтому, покуда есть и выходцы, и ветераны, и сегодняшние ребята, они все болеют этим. Они все болеют душой за свой коллектив. И я также уверена, что и те, кто сегодня молодые, уйдут из Войнаха рано или поздно, по пенсии, да, там, или кто-то бывает... Они будут возвращаться? Они либо возвращаться будут... Нет, они не уходят, имеется в виду, не в том плане, что они могут уйти, но кто-то с пенсии, кто-то там дальше идет, кто-то на учебу уезжает. Они всегда останутся вот таким костяком, который будет оберегать и держать имя в Войнах. Что я и говорю, они будут возвращаться и мыслями своими, да, будут возвращаться. и воспоминаниями, и тем, что они в Войнах. Да. Смотрите, на протяжении 85 лет самобытный творческий коллектив, популяризатор традиционной народной культуры, я не побоюсь этого слова, стал и остается сокровищницей народного искусства Чеченской Республики. Да. Это мое мнение. Бесспорно. И даже не только Чеченской Республики. Вот как удается ансамблю в Войнах все это и сохранить, найти что-то новое, подать старое так, как будто бы они сегодня это все подняли, сделали и выдали на суд зрителей. Как? В чем секрет Войнаха? Это, во-первых, патриотизм, это, опять-таки, любовь к своему творчеству, к тому, что ты делаешь, и уважение к тому, что ты сегодня делаешь. У Войнаха всегда были достойные представители во главе Войнаха, скажем так. И каждый раз это все пополнялось новыми танцами, новыми постановками, новыми композициями, потому что на одном и том же коллектив не может существовать. Ты можешь держать, скажем, определенное, да, какой-то вот костяк произведений,
это классика уже, но и ты должен постоянно совершенствоваться, дорабатывать, дополнять что-то и представлять зрителю новые и новые произведения. А есть номера у Вайнаха, которые передаются из поколения в поколение? Конечно, есть. Это неизменная визитная карточка под небом Вайнаха. Это танец Ламанхой Тапы Элимбаева и много-много других танцев, встреча у родника. То есть это все передается из поколения в поколение, по сей день пришло и к новому составу Вайнах. И также блестяще исполняется и будет исполняться, покуда, опять-таки, есть такие патриоты, которые сегодня Покуда есть Вайнах, а Вайнах будет Вайнах всегда. будет всегда. А кто они, артисты Вайнаха? Достойные представители культуры Чеченской Республики. Вы знаете, да, что у нас есть и детский государственный ансамбль Даймохк, и Башлам, и Заманху, и Нохчо. И это все, как можно сказать, кузница кадров. Некоторые дети вырастают, выпускаются с детских коллективов, они переходят в другие ансамбли уже постарше, они дальше развиваются, дальше растут, обучаются и переходят уже в высшую категорию. Высшая категория – это уже Вайнах. То есть такой, да, скажем, такая вот лестница. А есть дети-самородки, которые просто приходят, им понравилось творчество, они пришли и говорят, мы мечтаем здесь работать, мы хотим работать в Вайнах. Они проходят спецобучение при студии, многие из них поступают и в Москву, и в Краснодар, и в Нальчик, и у нас поступают в колледж. То есть обучаются и уже, конечно, с определенным багажом, с техникой, с навыками, но нет ничего лучше той практики, которая дается непосредственно на площадке Государственного ансамбля Вайнах. Это сумасшедший опыт, это бешеная практика, это не минуты свободного времени, это четкая физическая форма. И сегодня, вот если вы придете на нашу репетицию, вы поймете, что Вайнах оправдывает свое гордое имя и гордое звание. И свою, Вайнах. да, потому что действительно ребята выкладываются на все 100. Вайнах, которому аплодировали Аргентина, Мексика, Перу, Коста-Рика, Панама, Португалия, Израиль, Иордания, Кения, Мозамбик, Сирия, Турция, Палестина, Германия, Италия, Франция, почти все страны мира. Да, это и есть Вайнах. А что вам дает, что дает Вайнаху выступление на международных площадках? Вот именно вот эти эмоции, Ламел, о которых вы сейчас говорите. Когда коллективы выезжают, они не только выступают перед публикой, перед другим народом, перед нацией, не только вносят и популяризируют нашу культуру для зрителя другой страны, но при всем при этом они для себя узнают очень многое. Они растут. Это профессиональный рост, это ощущение сцены, это привыкание к другой сцене, к другой площадке, это другая атмосфера, это другие эмоции, другие овации, аплодисменты. И нигде еще не было так, чтобы в Вайнах не встречали без бурных аплодисментов, чтобы не было аншлага. И общение с другими танцорами профессиональными, потому что, скажем так, коллективы других стран, им всегда интересно приехать на концерт и посмотреть, а кто они такие, этот легендарный Вайнах. И, конечно, идет обмен опытом, это мастер-классы, каждая народность представляет свои, да, скажем, элементы танца, демонстрирует культуру, показывает, потому что танец это что? Это история народа. Это душа народа. И душа народа. И смотря на танец, ты можешь понять, чем живет этот народ, какие его законы, какие его традиции, обычаи. Конкурс в ансамбль Вайнах, он большой? Он большой. В Вайнах, Большой? да. Правда? Конкурс большой, потому что в Вайнах все равно просто так пройти невозможно. Идет большой отбор. То есть не все могут попасть, желающие, в коллектив. Это должна определенная быть. Это должна быть определенная фактура, это совершенный слух, это полная самоотдача и терпение, потому что трудоемкий процесс. Потому что это Вайнах. И потому что это Вайнах. Вы были руководителем одного из ведущих творческих коллективов государственного фольклорного ансамбля песни и танцы Нохчо. Мы уже с вами об этом вспоминали. Да. И все-таки,
Потом вы были директором Чеченской государственной филармонии имени Адлана Шахбулатова. Теперь вы директор государственного ансамбля танца Чеченской Республики в войнах. Где было сложнее всего, а где легче? И как связать все эти три должности? Я даже не знаю. Для меня они все свои. Для меня самое главное, что сегодня все эти люди, они все свои. Вот. И связывать, говорить, что где-то было сложно, нет, просто где-то своя специфика, свое направление, поэтому просто нужно немножко оперативно перестроиться на эту радиоволну, погрузиться в процесс, потому что танцоры и артисты вокала, и музыканты, это, да, это все творческие люди, это все люди сферы культуры, но своя специфика, свои направления немножко разные. Но мне не сложно, потому что у меня есть это образование, наверное, и я знаю и направление хореографии, и направление вокала. Просто не пошла по стопам хореографии, вот, больше занималась вокальным направлением. Но так получилось, что хореография стала неотъемлемой частью моей жизни. Это уже второй коллектив на моей истории. Нет, даже, можно сказать, третий, потому что, работая в департаменте культуры, у нас был тогда муниципальный коллектив, он и сегодня есть. Тоже замечательный коллектив «Заманхо». Вот, это был первый мой опыт выступления ребят, танцоров. А дальше уже, конечно, пошло профессиональное погружение в коллектив «Нухчо». И сегодня, конечно, я этого не ожидала. Это слишком ответственно, это слишком для меня волнительно. Ансамбль в войнах. Я знаю вас почти 20 лет. Зная вас, я уверен, что вы справитесь. Я очень на это надеюсь и приложу, конечно, все усилия. А я знаю, что вы справитесь. Дело чести. Время нашего эфира заканчивается, к сожалению. И еще раз. Что увидит зритель в день юбилея? Ансамбля в войнах. Да, я поняла. Зритель увидит историю создания коллектива, начиная с его момента создания, с 1939 года. Мы погрузимся в эту историю. Это будут небольшие эпизоды. Ну, немножко расскажу, да, немножко приоткрою за это шторку нашего юбилейного вечера. Вот, то есть мы сможем увидеть моменты создания коллектива, моменты трагического времени, когда пришлось всем, даже творческим людям. Это будет красивый творческий вечер юбиляра. Да. Можно вот так сказать. Хорошо, да, мы сейчас секрет. не будем. Действительно, это, рассказав сейчас эпизоды того, что будет происходить, это будет не совсем уже интересно, поэтому, действительно, как вы говорите, Лом-Эл, это будет красивый вечер, и люди смогут насладиться прекрасными танцами и старыми, и новыми постановками. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы, высказали свое мнение. У вас есть 30 секунд, чтобы поздравить коллектив, ваш коллектив, наш ансамбль в войнах с юбилеем. Камера ваша. Уважаемый государственный ансамбль танца в войнах, кавалер ордена Кадырова. Ребят, вы очень достойные представители нашей культуры. На вас держится вся хореография, на вас держится популяризация танца чеченского. Вы несете в массы действительно наикрасивейшее искусство. Вы являетесь очень сильными и стойкими людьми, потому что вы именно занимаетесь именно физической нагрузкой. Вы выкладываетесь и эмоционально, и физически. И вы то, что производите на сцене и даете зрителю, это стоит многого и дорогого стоит. Спасибо, что вы есть. Я надеюсь, что мы с вами справимся, что мы представим зрителям красивую программу, что мы достойно отметим наш юбилей, наше 85-летие. И в войнах он будет веками служить и веками нести свое гордое имя войнахов. Спасибо. Еще раз поздравляем вас с 85-летием, с юбилеем. Спасибо. От меня и от нашего коллектива телекомпании «В войнах». Удачи вам и успехов. Спасибо вам.
А на этом сегодня все, дорогие друзья. Я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И от себя лишь добавлю. В войнах, с праздником, с юбилеем, вы лучшие. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор Государственного ансамбля танца Чеченской Республики «В войнах» Мадина Шагидаева. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики и заслуженный работник культуры Чеченской Республики. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.